Сухумские улицы, улочки, переулки переименовывались в соответствии с требованиями эпохи, а особенно активно в период проведения политики грузинизации местной топонимики. После обретения независимого статуса республики вся довоенная городская топонимика была изменена. В названиях улиц были увековечены важные исторические события и знаковые фигуры. Но на этом топонимические инициативы не закончились. На карте города появляются улицы с новыми названиями. Но не все изменения воспринимаются так однозначно. Когда случилась революция, все дореволюционные названия, связанные в основном с правящей династией или с генералами царской, это были изменены. Сначала на революционные названия, а потом уже стали давать и названия, в том числе писателей, поэтов, часто очень и грузинских этих, побольше. После войны понятно, что часть грузинской топонимики, да и не только грузинской, а вот революционной, скажем, это уходит, понятно, появились новые действительно заслуживающие такого внимания люди, которых хотелось бы, чтобы их память не только сохранилась в книжках, но и на названиях улиц, площадей. Наш город, древний, вы знаете, ему 2500 с лишним уже лет. Он имеет свою историю. Еще в советское время, улицы были названы различными партийными деятелями и так далее. Но есть в истории нашей страны исторические моменты, судьбоносные. И вот эти вещи, они должны остаться в истории, на мой взгляд. Например, улица Лакоба. Это понятно, почему она названа. Это наш предводитель в советский период, возглавлявший Кераз. То есть это такая личность. Вот у нас, к сожалению, нет улицы, скажем, Леона. Вот такие вот какие-то вещи можно было продумать. Но это делается не так, чтобы кому-то захотелось. А существовала, насколько я знаю, комиссия по градостроительству, по архитектуре и по названиям улиц. Переименованием улиц занимается орган местного самоуправления. Окончательное решение за депутатами. Порядок переименования изложен в положении муниципального образования. Но историки убеждены, те, от кого зависит судьба городских имен, должны действовать не только по расписанным правилам, но и по принципу «не навреди». Переименование улиц, вообще-то топонимических названий, это по большому счету в двух случаях. Это или восстановление исторической справедливости, или переписывание истории. А эти улицы, которые переименовали, были связаны с историей Абхазии, с событиями. В принципе, как почти подавляющее большинство наших центральных улиц. Поэтому в течение 20 лет мы, если будем так часто переписывать свою собственную историю, чтобы долго не разглагольствовать, просто это нас до добра не доведет. Это не имеет сейчас даже особого значения, в честь кого и что переименовываем. Это может войти в привычку. Я даже боюсь подумать, что будет через 20 лет. Кто-то появится, который посчитает что у нас будут более достойные герои, чем наши прославленные генералы. Переписывать историю даже с благими намерениями нельзя. Я не хочу сказать, что, скажем, имена Владимира Георгиевича Архипа или Гиви Камуговича Агарба недостойны того, чтобы их увековечить. Они достойны, они вошли, и в том числе сейчас издается Абхазская энциклопедия, и туда, и понятно, что это люди, которые оставили свой след в новейшей истории Абхазии. Но когда мы даем название в их честь, надо все же чуть-чуть подумать о том, какие улицы и что мы переименовываем, и почему вдруг, перед этим эти улицы получили такие названия. И не окажем ли мы
в том числе медвежью услугу, да, и тем самым людям, часть которых мы переименовываем. Я думаю, Владимир Георгиевич не был бы очень рад, чтобы, да, его именем назвали улицу Сахарова, скажем, да, потому что он человек, который прошел и эти предыдущие перед войной, да, вот эту всю сложную ситуацию и знал, каково, да, как это было перед войной, какие были сложности и какова роль Сахарова, понимаете? Одно то, что человек, являющийся мировым авторитетом, понимаете, а советское посольство в Вашингтоне стояло на улице, на площади Сахарова. Вот ее Вашингтон переименовал, да, вот, да, который заявил, что Грузия – это малая империя. Понимаете, это сразу значительное число демократически, это как тогда, да, вот считалось, настроенных людей заставило задуматься. Собственно говоря, наверное, абхазы не так уж и не правы, когда они чего-то просят. И его идея, да, Союза Советской, кстати, Европы и Азии, Евразийского, да, конституция, в которой каждый народ обладал равными правами с остальными народами. Понимаете? Он был как раз именно демократ в таком чистом виде, который, в общем-то, до этого имел все. Да? Трижды герой соцтруда, лауреат сталинской, ленинских и прочих премий. Да? И тем не менее он начал там бороться за права человека и так далее. И его выступления, конечно, имели колоссальное значение. Но это не только Сахаров, понятно? Ну, Сахаров, понятно, это мировая величина. Ну и другие. Понимаете, вот вроде бы кажется, ну что будет, если там вместо какого-то, да, поменяем улицу, да, вместо одного исторического персоналия дадим другому. Но представьте, завтра, да, придет еще кто-то и скажет, да, там, я был там генерал, герой, не знаю кто, директор, президент, министр. Давайте моим именем назовем. Время проходит, и привычные названия улиц становятся частью истории города. Они несут свой эмоциональный фон. Именно потому решение по их изменению нужно принимать с учетом мнения научного сообщества и граждан. Когда мы говорим о восстановлении исторической справедливости, вот после того, как была освобождена Гагра и Гагарская зона, ну, помните, да, это было в начале октября 1992 года. 4 декабря 1992 года на сессии парламента переименовали около 40 населенных пунктов Гагарской зоны. Ну вот это, когда Гетчерев, Цандревич вернули эти названия. В данном случае вот это и было восстановлением исторической справедливости. И наши улицы, когда Абхазия была освобождена, этот процесс он продолжался, он не одновременно. Например, в Сухуми чуть раньше, в Гальском районе это продолжалось. Даже недавно были переименованы какие-то населенные пункты. Ну, наверняка не то, что наверняка, а точно существовали комиссии, состоявшие в основном из ученых, потому что, когда мы говорим о восстановлении, не только восстановлении изменения названия улиц, речь идет о восстановлении топонимических названий шла. И в первую очередь при таких комиссиях главными людьми становятся историки. Ну, отчасти географы, потому что топонимику изучают не только историки, но и географы, языковеды и так далее. Это комиссия, во всяком случае, комиссия, состоящая из ученых. Я не знаю, как это воспримет наш народ, но было бы, наверное, хорошо, потому что вот лично я не делю добровольцев. Для меня доброволец – это и абазин, и кабардинец, и чеченец, и казак.
Вы знаете, вот эти все, вот кто к нам пришел на помощь, вот есть улица Конфедератов, можно было сделать хорошую одну нашу улицу, улица добровольцев. И вот когда экскурсии идут, они будут рассказывать вот это добровольческое движение, насколько у нас было сильно. Я не потому говорю, что мы хотим как-то обидеть наших братьев по крови, но наш город маленький. Вот многие говорят, да, вот где там Кабардинская, Войнахская, там Абазинская, да, и так далее, и так далее. Но они ведь тоже были названы в свое время неспроста, да. И, кстати, почти все заметили улицы, и тогда это было сделано целенаправленно по направлению, идущей к горам, да, как бы это тоже было неспроста сделано в свое время, да, чтобы показать взаимосвязь этих улиц с нашими, да, не просто добровольцами, а теми, кто именно пришел из-за гор Кавказа. К слову, Общественная палата Абхазии поддержала горожан и выступила за сохранение прежних названий столичных улиц Сахарова и Шотландская. В Общественную палату мне прислали уже готовое письмо, чтобы я поддержала это. Но когда я прочла, я сразу же отказалась и сказала: ребята, это неправильно. Улица Шотландская была названа для нас, это вообще было такое, мы были в одиночестве. Но там есть такие демократические взгляды, правозащитные организации, чтобы там этот памятник не демонтировали под натиском грузинского вот, там МИДа, который там у них находится в Великобритании, в той же Шотландии. Очень много усилий приложили наши сотрудники ЦГП. Это вот надо дать им должное. Это очень была, это нелегкая была процедура. И то же самое Сахаров, это правозащитник, известный вообще в мире человек, нобелевский лауреат. Он, кстати, вот я слушала Станислава Засимовича Лакова, он несколько раз приезжал в Сухум, у него какие-то есть такие очень теплые отношения вообще к нашей стране, к ее выстраданной в советский период, эти лагеря, куда были сосланы репрессированные наши абхазцы, выдающиеся, тогда цвет нации. Это все вот как-то не просто так. И сюда после того, как была названа улица, его супруга приезжала, Боннер. И вот эти вещи это для нашей молодежи очень важно. И в прошлые годы принимались решения по изменению городской топонимики, неоднозначно воспринятые горожанами. Вот была достаточно неоднозначная реакция насчет этого парка. Понимаете, он когда-то был именем Дзиджария, потом, забыв, что предыдущее, да, созыв собрания назвал именем Дзиджария. Просто иногда люди не спорят в свои документы, да. Бывает так. И была, конечно, такой громкой она не была, да, само собой. Это в основном касалось, родственники Георгия Алексеевича, я их понимаю, Георгий Алексеевич мой руководитель, и понимаете, и даже и мне было неприятно при всем уважении к Тарасу Мироновичу, и мы с ним были близко знакомы, и дочка Тараса, моя однокурсница, как видите, вы все взаимосвязаны, да, Тараса Мироновича, но какая-то получилась тоже коллизия из-за того, что кто-то не досмотрел документы. Да, строить социальные объекты, разбивать новые парки и скверы и называть их в честь достойных граждан страны – это ли не выход по увековечению исторических личностей и событий? Что касается конкретного случая, то почему бы не присвоить имя одного из прославленных генералов военному училищу? Увековечение памяти наших прославленных генералов Гивягрба и Владимира Аршава не подлежит никакому сомнению, и не подлежит никакому сомнению их заслуги, не подлежат. И поэтому, когда люди высказывают какое-то мнение, нужно понимать, что это не направлено против именно увековечения их памяти. Я предложил бы назвать именем одного из генералов, может, именем первого министра обороны Владимира Аршава, военное училище.
Ну, имеет ли военное училище какое-то отношение к Министерству обороны? Военное училище создано при Министерстве обороны. Владимир Аршба был первым министром обороны. Но это логично или не логично? Это логичнее, чем больше переименовывать улицу Сахарова в Аршба. Мне так кажется. У нас есть другие воинские подразделения, но в конце концов что-то можно придумать, связанное с их деятельностью, с их, чем они занимались при жизни, в конце концов. Это же очень важно. Вот сейчас я пример приведу. У нас есть государственная премия в области науки имени Дзидария. И вот пока существует в Абхазии ученый, имя Дзидария увековечено. И вот то же самое надо придумывать я думаю, надо такую специфику придумать, чтобы вот эта премия или звание, или наименование придавалось, все-таки было близко к роду их деятельности. В конце концов, увековечение памяти происходит не для того, чтобы им, это насколько им поможет самим уже погибшим, не знаем, и чтобы уважить их родственников или друзей, а просто чтобы это воспитывать поколение в нужном духе. А почему только улицы? У нас есть школы, у нас есть классы, названные именами героев, но я не уверена, что классы названы нашими военачальниками. Это очень важно. Я знаю, вот Валериан Георгиевич Агума, он возглавляет сейчас военный архив у нас, он очень обеспокоен этим, потому что в районах, в некоторых вот школах одни и те же классы носят одних и тех же имена одних и тех же героев. Тоже неправильно, потому что надо все-таки, это массовый был героизм. И вот в тех районах, откуда вышли вот эти наши защитники Отечества, вот так, там надо как-то их увековечивать. Вот эту идею мы хотим в Общественной палате вообще провести заседание большое, такое слушание, его пригласить. Гули Кичба напомнила об идее создания аллеи героев, предложенной в свое время президентом Сергеем Багапшем. У Сергея Васильевича была очень хорошая идея. Вот там, где площадь Свободы, от остановки сделать аллею героев, наших полководцев. Вот идет парад, будет монумент Владиславу. И ты даешь честь этим героям, нашим военачальникам. Вот это вот так мне эта идея понравилась, но потом он преждевременно, скоропостижно вот как-то ушел из нашей жизни. Потом этот вопрос как-то завис и не проговаривался. А я знаю, была такая мысль у депутатов городского собрания прошлого созыва, улицу героев. Вот этим все сказано. Герой вообще для меня, если вы меня спросите, герой это тот, который и рядовой, и военачальник. Вот для меня он герой, потому что он освободитель. Вообще народ Абхазии в ее массе – это народ-освободитель, народ-герой. И вот в этом смысле, наверное, все-таки в комиссию должны входить историки, в комиссию должны ученые входить, в комиссию должны, конечно же, люди, разбирающиеся вот в этих нюансах, потому что и предлагать нам. Но вот такие вот вещи, которые сейчас мы сделали, они, конечно, очень сильно всколыхнули. Мы гордимся нашими героями, военачальниками. Зачем сейчас их имя вот как-то сейчас так не в очень красивом свете? Вот об этом они не подумали. Инициативная группа граждан написала письма на имя президента Аслана Бжаня и депутатов Горсобрания с просьбой пересмотреть решение о переименовании улицы. В свою очередь, городские депутаты обещали вернуться к обсуждению вопроса. Елена Лолуа, Тимур Гугухия, Сергей Каджаев, Абхазское телевидение.